Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Адыбулаев. Сегодня в нашей программе. Сегодня в Крыму вспоминают о заслугах лидера национального движения крымских татар Юрия Усманова. В этот день ему бы исполнилось 75. В Крым с рабочим визитом прибыл вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В Симферополе возобновилось строительство соборной мечети. В Крым с рабочим визитом прибыл вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В Севастополе он провел встречу с членами морской коллегии, на которой также присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Сергей Миняйло. По словам Олега Белавинцева, потенциал военных сил Российской Федерации увеличен за 2 года. В Крыму делается все необходимое для возрождения оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время на Черноморский флот поступает новейшая техника, корабли и суда, современные образцы вооружения для береговых войск. Полпред отметил, что развитие оборонно-промышленного комплекса является стратегическим направлением. По его мнению, обусловлено это требованиями обеспечения государственной безопасности в условиях наличия внешних угроз и санкций. ОПК будет способствовать развитию оборонных предприятий Крыма. Также Олег Белавинцев отметил, что Крым переживает нелегкие времена из-за продовольственной и энергетической блокады. Однако власти предпринимают необходимые меры для устранения этих проблем. Когда флот пополнится по индикаторам, установленным президентом, необходимым количеством кораблей и судов, морской техники, и после этого раскрученные военные кораблестроительные мощности надо будет задействовать для производства гражданской морской техники и цехов. Мы сейчас формируем новую программу вооружения, при этом достигаем предусмотренных плановых показателей по обновлению морского флота и вооружения. После 2020 года, напоминаю, будут освобождаться производственные мощности крупнейших военных верфей. И уже сейчас необходимо знать, какова будет их загрузка производством гражданской морской и речной техники. Поэтому я прямо запрещаю выводить из страны выгодные судостроительные заказы. Больше предупреждать не буду. У крымчан, которые не успели перерегистрировать автомобили и заменить украинские номера на российские, в запасе есть еще 10 дней. Об этом заявил начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко. Крымчан, не поменявших государственные номера, будут сначала предупреждать, а потом штрафовать. По словам начальника ГИБДД, с момента, когда сотрудник ДПС останавливает транспортное средство и выносит постановление, у человека есть 10 дней для перерегистрации транспортного средства. Если он не воспользуется этим правом, то на 11-й день к нему будет применено административное денежное взыскание в размере от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в размере от 5000 рублей и лишением водительских прав. Чтобы автомобилистам успеть получить государственные номера, приходится сутками стоять в очереди. Ночуем уже со вчерашнего вечера, с часов с 5, наверное, вечера, вот уже практически сутки. Может быть и дойдем, даст Бог, сегодня. Ну, в принципе, с вечера занималась очередь. Ну, рассчитываем, что ТО мы сегодня пройдем. А как там может быть с получением номеров, это пока не знаем. Вчера вечером 5 часов. Неизвестно еще, сколько буду стоять. Со вчерашнего вечера. Заняли, вот. Дошли. Надеемся сегодня пройти. Вот видите, как все оживленно, но очень... что не работает третья полоса и соблюдаются обеды. Ну, очень нравится. Общение. Общаемся с народом. А так все в полях и в полях. А так хоть с народом пообщаемся. Также Анатолий Борисенко напомнил, что для ускорения процедуры переоформления Крымское МРЭО проводит осмотр транспортных средств круглосуточно, а прием граждан ведется ежедневно с 8 утра до 9 вечера. София Шукурова, Нияра Курбанова, Виктор Еланцев, телеканал Миллет. Второе ЧП за месяц произошло в зоне строительства Керченского моста. Сухогруз «Сормовский», который следовал под флагом Сент-Китс и Невис, вошел в запретный для судоходства район в Керченском проливе со стороны Черного моря. Элементы конструкции строящегося объекта повреждены не были, однако в отношении капитана судна будет оформлен протокол в административном правонарушении. В Симферополе возобновилось строительство соборной мечети. Расторжение договора с турецким подрядчиком не повлияло на ход строительства. Были утверждены отечественные подрядчики с материка и сроки сдачи объекта. О ходе церемонии открытия строительных работ подробнее в нашем сюжете.
На месте строительства будущей соборной мечети сегодня побывали заместитель председателя Совета министров Республики Руслан Бальбек, муфтий Крыма Эмир Али Аблаев, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов и представители местных муниципальных образований. Они оценили ход подготовительных работ, встретились с представителями подрядной организации и архитекторами проекта. Муфтий мусульман Крыма выразил надежду, что замена подрядчика не скажется на сроках сдачи объекта. Сегодня все мусульмане Крыма и не только с нетерпением ждут начала строительства этого красивого храма. И неважно, поменялся подрядчик или нет, для нас главное, что строительство соборной мечети возобновилось. Возведением всех объектов комплекса соборной мечети будут заниматься исключительно российские подрядчики. Урегулированы вопросы передачи проектной документации. Вице-премьер Руслан Бальбек добавил, что мечеть должна быть построена за 3 года, согласно поставленным задачам. Планы графика будут соблюдаться согласно дорожной карте. По словам Руслана Бальбека, строительство финансируется в полном объеме. Предусматривается даже увеличение сметы. Имеются меценаты, представители разных национальностей как с полуострова, так и с материка. Строительство состоит из 3 очередей. На первую очередь уже получена экспертиза, разрешение на строительство, что вы в принципе видите и наблюдаете, поэтому удалось сразу же приступить к строительным работам. По второй и третьей очереди действительно должны быть согласования, экспертиза и разрешение на строительство. Соборная мечеть в Симферополе станет архитектурной и культурной достопримечательностью Республики Крым. Ее строительство – знаковое событие для всех мусульман. Я уверен, что через 3 года мы здесь уже встретимся на открытии мечети и увидим, как на нашей родине появится такая культовая мечеть. Хочу всех с этим поздравить. Сегодня великий день. Пусть Всевышний будет помощником во всех делах. Ждем результатов. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Эскендер Белялов назвал строительство мечети долгожданным. Я считаю, что крымские татары и мусульмане Крыма в день завершения строительства устроят праздник. Архитектор и дизайнер Дмитрий Мусин займется оформлением интерьера и фасада будущей мечети. В оформлении он будет следовать культурным традициям крымско-татарского народа. Безусловно, влияние османского стиля остается. Никто это не исключает. Но все же вы находитесь именно вот в этом этническом и полиэтническом пространстве. И сразу надо понимать, что это мечеть крымских татар. Это самое главное для художников. Как сообщает пресс-служба муфтията, мечеть будет состоять из основного здания с куполом и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном. Фасад мечети будет выложен мозаикой. Высота купола составит 28 метров, а высота каждого из 4 минаретов – 50 метров. Планируется, что здание сможет вместить около 4000 человек. Айша Шлакова, Виктор Еланцев, телеканал Миллет. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь объявляет о начале приема документов для совершения хаджа – паломничества к священным местам ислама. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь просит обратить должное внимание на подготовку документов. Результатом ненадлежащего оформления может стать отказ в получении визы. Перечень документов можно найти на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма. Уже 2-й год муфтият сотрудничает с туроператором Муслим Тур. Руководитель отдела внешних связей Духовного управления мусульман Крыма Артур Решетов отметил, что Муслим Тур предоставляет хороший сервис. С их стороны нам было предоставлено два пакета. Первый пакет – это суперэконом. И второй пакет – это эконом. Суперэконом включает в себя стоимость этого пакета $1900, включает в себя перелет, поездка между городами, святынь хаджа, и также включает в себя проживание и включает в себя 5 литров замзама каждому паломнику. Документы принимаются с понедельника по четверг с 10 до 16 часов в центральном офисе муфтията по адресу город Симферополь, улица Курчатова, 4. Поездка продлится 30 дней. Паломники посетят 2 города – Медину и Мекку. Каждый мусульманин мечтает поехать, навестить эти святые места, где зарождалась история человечества, начиная от Адама до пророка Мухаммада. И когда человек едет в эти места, полностью, как сказать, погружается и ощущает ту духовность, которая осталась с времен Адама до пророка Мухаммада. И потому что каждый обряд, который совершает мусульманин,
это чем-то связано с историей человечества. Для мусульман хадж – это пятый заключительный столб ислама. Хадж совершается во время месяца Зуль-Хиджа, который является 12-м месяцем мусульманского лунного календаря. Хадж должен совершить каждый взрослый мусульманин, независимо от цвета кожи и социального статуса, хотя бы один раз в своей жизни, при условии того, что у него есть на это средства, и ему позволяет сделать это здоровье. Гульнара Каримова, телеканал Миллет. В Симферопольской школе номер 42 состоялся 13-й республиканский фестиваль «Родной язык бесценен и неисчерпаемые духовные богатства народа», посвященный 165-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского. На фестивале ученики из разных школ полуострова показали свои таланты на родном языке. Наш корреспондент Мавели Июб также побывала на фестивале. Вот так вот началось открытие мероприятия с исполнения народного танца крымских татар «Кайтарма». Оценка ученического творчества проводилась в 3 этапа. Конкурс литературных творческих работ «Крым меным ватаном», «Крым моя родина», конкурс школьных команд КВН, конкурс мультимедийных презентаций «Айле Дигерликлера». Фестиваль нужен, фестиваль живет. Я с гордостью могу говорить о том, что те дети, которые участвуют в письменном творчестве, пишут поэзию, прозу, со временем станут прекрасными, одареннейшими, талантливыми писателями, журналистами. Я уверен в том, что те ребята, которые собирают семейные реликвии, они помогут сохраниться народу. Если мы забудем прошлое, то мы не сможем говорить о том, что мы сегодня имеем и к чему мы должны завтра прийти. В конкурсе литературных творческих работ на родном языке «Крым меным ватаном» имени Юнуса Кандыма приняли участие юные таланты из 84 школ полуострова. Они писали сочинения. Жюри рассмотрело около 100 работ. Сегодня 17 победителей были награждены дипломами и подарками. Ученица 10 класса национальной школы поселка Октябрьская Айша Киева завоевала 1-е место на этом конкурсе. Я в сочинении осветила депортацию нашего народа. Я очень рада, что получила 1-е место. 40 учащихся представили свои работы для заочного тура конкурса мультимедийных презентаций «Айле Дигерликлера» «Семейные реликвии». Из них 18 человек приняли участие в финальном туре. Директор 42-й школы имени Шевшемизаде Велинджи Малидинов говорит, что проведение республиканского фестиваля – это гордость для школы. Цель фестиваля – объединение учащихся, повышение престижа крымско-татарского языка, привитие интереса учащихся молодежи к культуре и традициям нашего народа. 9 команд боролись за звание лучшей команды веселых и находчивых. Команда «Судак Яшлары», что в переводе означает «молодежь Судака», показала 4 номера. Участники команды отметили, что любовь к родному языку должна прививаться в семье с детства. Если родители будут говорить с детьми с малых лет, тогда мы свободно будем владеть родным языком. Команда из Евпатории в своих комедийных миниатюрах показала степной диалект крымских татар. Ученики отметили, что готовились к фестивалю очень долго. В своих постановках мы показали наш богатый степной диалект, также продемонстрировали обычаи и традиции нашего народа. Все участники были награждены дипломами и подарками Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. Мавиле Июб, Айдар Ислямов, телеканал Миллет. 90-летие долгожительницы Хатиже Бузаковой отпраздновали в Евпатории. Родные и близкие поздравили именинницу с днем рождения. Как праздновали семейное торжество, знают наши корреспонденты. Активная, жизнерадостная, трудолюбивая. Именно так называют родные 90-летнюю жительницу Евпатории Хатидже Бузакову. Сегодня в их семье большой праздник. Любимая мама, бабушка и прабабушка празднуют день своего рождения. Да пусть Аллах подарит всему народу крепкого здоровья. Я желаю всем дожить до 90 лет и прожить всю жизнь на своей родине в радости и веселье. Хатидже Бузакова пережила годы войны и депортацию. По возвращению в Крым обосновалась с семьей в родной Евпатории. Сегодня же она считает себя самым счастливым человеком. Ведь у нее есть настоящее богатство: 5 детей, 9 внуков и 8 правнуков, которые дарят ей радость. У Хатидже Бита есть увлечение. Она очень любит читать стихи. Ватаным бар, гайет дүлбер, адыны да Крым дерлер. Миллетимдир, Крым татар, гайып олмас дайым яшар.
Хатидже Бузакова поблагодарила всех, кто пришел ее поздравить. Я очень рада, что дожила до сегодняшних дней. Меня все порадовали, пели песни, читали стихи. Спасибо всем большое. Хатидже Битай ежедневно совершает намаз, и своих внуков и правнуков она воспитывает в мусульманских традициях, учит читать дуа и Коран. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куляус бирабиль фаляк, миншари махаляк, маминшари хастин завакап, маминшари нафасати филюкати, маминшари хастин завакап. Фартанашка для нас большой пример. Мы на все праздники в первую очередь бежим, торопимся к ней, потому что это наш пример, наша гордость, наше уважение. Она нас многому учит. Поздравить именинницу пришли и заслуженный артист Республики Крым Рустем Меметов и крымско-татарский писатель Реза Фазыл. Они исполнили песни и прочитали стихи. Почетный житель Евпатории, мать-героиня и ветеран труда. Хатидже Бузакова секретом своего долголетия считает добрые дела и ежедневные молитвы. София Шукурова, Алиме Кайбулаева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». В Крымском федеральном университете выступил бывший советник министра финансов Королевства Нидерланды Геррит Ян Бохус. Господин Бохус рассказал, что приехал в Крым по собственной инициативе, чтобы больше узнать о ситуации на полуострове. Затронул политикой тему истории крымских татар, развития межнациональных отношений на полуострове. В Нидерландах мало кто знает о крымских татарах. Я знаю о том, что здесь было Крымское ханство, депортация крымско-татарского народа после Второй мировой войны. 20 век был ужасным в истории человечества. Было убито более 50 миллионов человек. Я желаю, чтобы крымские татары жили со всеми мирно. Должны попытаться все жители Крыма быть толерантными, и русские должны быть ответственными за крымских татар, а крымские татары ответственные за русских. Нужно попробовать преодолеть все, что было в истории. Я буду молиться, чтобы у вас все было хорошо. 11-й международный турнир по тэквондо «Кубок Северной Пальмиры» прошел в Санкт-Петербурге. Крым представила сборная из 12 человек. 6 из них стали призерами. Подробнее в сюжете Султании Мамбетовой. В турнире приняли участие 10 стран – Армения, Белоруссия, Киргизия, Латвия, Узбекистан, Греция, Израиль, Ирландия и Шотландия, а также 20 регионов России – от Сахалина до Крыма. Наша команда в составе сборной Крыма выехала 12 спортсменов, которые привезли 6 призовых медалей. Это 3 золотые медали, 2 медали серебро и медаль бронза. Я так думаю, наши спортсмены выступили достойно, потому что конкуренция была очень большая. В турнире участвовали 900 человек. Спортсмены соревновались в 2 дисциплинах – спарринг и формальные упражнения туль. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. Кемал Курбединов, обладатель черного пояса, выступил в спарринге среди юниоров в весовой категории до 56 килограмм. Кемал занял 2-е место. Было очень сложно. Я дошел до финала. В финале я проиграл белорусу в 1 балл всего лишь. Немножечко не хватило. Александр Медведев тоже один из тех, кто представлял Крым на турнире. Он выступил в спарринге среди мужчин в весовой категории свыше 95 килограмм. На данном турнире, турнир международного формата, я занял 1-е место. Турнир был очень насыщенный, спортсмены все были очень хорошо подготовлены, уровень был очень высокий, ответственность очень была большая. Арслану Умерову всего 6 лет, но ему уже удалось принять участие в Кубке Северной Пальмиры. По словам Арслана, в таком большом турнире он выступил впервые и сразу привез 2 медали. 1-е место я взял в спарринге, а 3-е место я взял в туле. Было эти места взять очень тяжело. Член родительского комитета Айдер Мустафаев выразил огромную благодарность тренерскому составу. Надо сказать спасибо большое тренерам и организаторам. Большой, низкий поклон. Это очень здорово. Это, во-первых, дисциплинирует. Вот я своим внукам говорю, вы ходите на тренировки не для того, чтобы показать свою силу. Вы ходите на тренировку, чтобы быть крепкими. Вы ходите на тренировки, чтобы быть достойными своего государства, своего народа. По словам президента Федерации тэквондо Республики Крым Энвера Умерова, следующим этапом для крымских спортсменов станет Кубок России по тэквондо МФТ, который будет проходить в Воронеже с 8 по 10 апреля. Султания Мамбетова, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет».
Министр спорта Георгий Шестак рассказал о первых успехах крымчан на всероссийских и международных соревнованиях, а также о государственной поддержке молодых крымских спортсменов. Подробнее в следующем сюжете. Министр спорта Республики Крым Георгий Шестак рассказал о том, что в настоящее время в бюджет республики по федеральной целевой программе должны поступить 2 миллиарда рублей на реконструкцию самых основных спортивных сооружений полуострова. Сейчас ведется работа по проектно-сметной документации. Вы знаете прекрасно велотрек, который усовершенствуется. Уже и ограждение есть. Сейчас добились финансирования освещения. Там нужно было до 1,5 миллиона денег. Ну и самое главное, конечно же, 3 инвестпроекта идет. Один уже на финальной, так сказать, стадии, это Крым-арена. И 2, это один около велотрека, и экстрим спорт, который у нас будет сейчас в Черноморском районе проводиться в августе месяце. Это дает возможность получить какие-то рабочие места. Удостоверение мастеров спорта России министр вручил победителям и призерам соревнований по тяжелой и легкой атлетике, боксу, велоспорту, кикбоксингу, армрестлингу. Мастер спорта по спортивной борьбе Эмин Сефершаев получил диплом и денежный грант. На первенстве России завоевал золотую медаль. Поехав на первенство Европы за сборную России, я также завоевал золото. И на первенстве мира я завоевал серебро. Уже после, на отборочном первенстве России, которое проходило 4 дня назад в Подмосковье, в Чехово, я завоевал серебро. По словам Георгия Шестака, на сегодняшний день на территории полуострова открыли 28 спортивных площадок. В ближайшем будущем в Крыму будет больше возможностей для занятий физической культурой. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения активиста национального движения крымских татар, лидера партии НДКТ Юрия Османова. Его вклад в возвращение и обустройство своего народа на исторической родине бесценен. Вечер памяти, приуроченный к юбилею крымско-татарского общественного деятеля, прошел сегодня в Крымской республиканской научной библиотеке имени Франко. Активисту крымско-татарского национального движения Юрию Османову удавалось совмещать политическую деятельность с литературным творчеством. Он автор прекрасных стихов, поэм, сказок и переводов. Мы помним и, естественно, чтим его труды. Он действительно был последователем Гаспринского, который всегда говорил о созидательном пути развития народа, неразрывно связывал и возрождение и развитие крымско-татарского народа со всеми народами Российской Федерации. Поэтому это такой яркий представитель крымско-татарского народа, которого должны знать подрастающее поколение. В библиотеке открылась выставка, посвященная биографии и общественной деятельности Юрия Османова. «Жизнь – это движение». В частности, был представлен уникальный подлинный экспонат – пишущая машинка, принадлежавшая Османову, на которой были напечатаны его труды. Представлены подлинные документы, свидетельства о его рождении, на крымстарском языке написанное 1941 года, свидетельство об окончании школы, диплом об окончании школы, диплом об окончании МВТУ имени Баумана, затем письма, написанные им лично, его семье, и другие документы, которые были предоставлены из личного семейного архива. Также была открыта выставка книг, посвященная Юрию Османову, подготовленная Крымско-татарской библиотекой имени Исмаила Гаспринского. На выставке представлены написанные книги, рассказы, стихи и несколько номеров газеты «Арикет» Юрия Бекировича. Вдова Юрия Османова Айше Добра вспоминает своего мужа как очень интересного, интеллигентного и образованного человека. Обладал сильнейшим магнетизмом, люди к нему тянулись. Да, он умел найти подход ко всем, и к взрослым, и к детям. В общем, интересный, образованный. В завершении вечера памяти гостям показали специальный репортаж, в котором корреспонденты телеканала «Миллет» рассказали о борьбе Юрия Османова за возвращение на родину, о его становлении как политика и лидера национального движения крымских татар, о расследовании причин его трагической гибели. Султания Седокаева, Диляра Шевкетова, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Специальный репортаж о жизни и деятельности Юрия Османова подготовили корреспонденты нашего телеканала. Мы предлагаем посмотреть в нашем эфире сразу же после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь, оставайтесь с нами. До новых встреч!